Вспомним, что Чечено-Ингушская республика появилась в результате сталинских упражнений с картой. Разделяя властвуй, старый, он сделал так, он нарезал карту так, конфликтно, а себя поставил верховным, Москву сделал верховным судьей. И он сделал так, что республики должны были завоевывать доверие Москвы, должны были уговаривать Москву, привлекать ее на свою сторону в этом конфликте, который Москва же сама и создала. Это абсолютно старая имперская тактика. Это делали все. Разделяя властву, это старый принцип английской, так сказать, с колониями, да, имперский принцип. Москва очень умело этот принцип реализует. И, разумеется, то, о чем я говорил, отвечая на ваш прошлый вопрос, когда напряжение против власти достигнет какого-то важного пика, конечно, власть немедленно попробует разрядить это, перевести это в конфликт. И земельный конфликт между Чечней и Ингушетией – это ровно то, что нужно Москве, чтобы сказать: вы же видите, что там происходит. Если не мы, то вы все погибнете. Это на самом деле рэкет. Это на самом деле в чистом виде рэкет. Я обещаю вам свое покровительство, я вам говорю, обещаю свою защиту, но сам организую вам опасность, и вы вынуждены искать моей защиты. Это имперская логика Москвы. Он всего лишь губернатор одной из областей России. И, строго говоря, если говорить по иерархии, то Москва должна была быстро заткнуть ему рот. Но Москва не может заткнуть рот Кадырову. Москва зависит от Кадырова. Путин зависим от Кадырова. Путин, который не позволил прикоснуться к Кадырову даже после убийства Немцова. Это означает, что Кадыров устраивает Путина. Устраивает он его как контролер за Чечней и, я полагаю, как некоторый силовой ресурс. По крайней мере, я полагаю, что Путин на него надеется. Полагаю, что напрасно. Сам же Кадыров усиленно, так сказать, накручивает себе цену. Со всей очевидностью он демонстрирует свое влияние. Отчасти блефует. Он открыто демонстрирует, что он больше, чем его должность. Я думаю, что он смотрит сильно вперед. Я полагаю, что когда рано или поздно путинская власть рухнет, а он держится именно на путинской власти, как говорили мне некоторые московские чеченцы, без Путина ему жить полчаса примерно, да, потому что он 11 тейпов, да, то есть он нарушил тейповое равновесие в Чечне и нарушил очень жестоко. И его единственная гарантия – это сила, это деньги федеральные, которые он получает в огромном количестве, и это безнаказанность от закона. Как только этот ресурс в связи с исчезновением политического Путина прекратится, денежный ресурс и силовой ресурс, поддержка, индульгенция, я полагаю, что мы очень быстро увидим над Чечней зеленое знамя ислама. Он очень быстро начнет играть самостоятельную игру. Его действия в Москве, его именно, так сказать, позиционирование как исламского лидера, причем такое силовое позиционирование, вспомним его демонстрации, так сказать, многотысячные среди Москвы после Мьянмы. Это демонстрация силы, это демонстрация своих возможностей. Полагаю, что он демонстрирует своим будущим партнерам по зеленому знамени ислама свое влияние и свои возможности. Думаю, что он смотрит вперед. Думаю, что все это доминация, это подготовка к тому, что рано или поздно мы увидим Чечню не под знаменем Российской Федерации. Замечу, что в этом случае мы сделаем очень большой круг
очень кровавый большой круг, и придем к тому, что предлагал Александр Солженицын в конце 80-х, больше 30 лет назад, предлагая, так сказать, по Тереку провести границу, вывести русское население, да, дать независимость Чечне. Это исторически болезненный вопрос, да, Хаджи Мурат, Толстой, да, Ермолов. Это длинная история, Шамиль. Существование в составе России и Чечни, и не только Чечни, и Татарстана, и Калмыкии, и кого угодно, возможно только на федеративных основах, так как существуют разные земли в Германии. В имперском или в имперском, так сказать, в имперском ключе. Имперский ключ требует силы, да? Он требует войск, он требует Ермолова, имперский ключ. Но Ермолова уже нет. Ермолова уже нет. И сил, две чеченские войны показали, сил контролировать Чечню снаружи нет. У России мало сил. Уничтожить, да, бросить бомбы вакуумные на жилые кварталы Грозного, да. Но контролировать нет. Поэтому появился Кадыров. И в этом смысле имперская попытка России – это попытка с негодными средствами. И можно было либо попробовать вернуться к демократическому пути, либо отпустить на свободу. И у России был прекрасный шанс, да, по имени Аслан Масхадов. Цивилизованно отпустить на свободу, цивилизованно разделиться. Россия трагически погубила, она убила Масхадова, и она сама себя погубила этот шанс. Сегодня у Чечни гораздо больше реальной независимости, чем просил Дудаев и Масхадов. Только это еще на российские деньги все. И с гнойником в виде бандитов, и с опасностью военной. Россия выбрала худший путь из возможных. Как из этого история, какой выход найдет, я описал разные варианты.